На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. В администрации президента Абхазии прошло расширенное совещание, посвященное итогам встречи Аслана Бжаня с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В совещании приняли участие главы всех министерств и ведомств республики. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Хочу сказать вам о том, что у меня хорошее рабочее настроение. Думаю, по итогам сегодняшней встречи это настроение передастся вам. На это рассчитываю. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 95 человек. В тяжелом состоянии 31 пациент. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 32 пациента. В тяжелом состоянии 5 человек. 15 ноября в мобильном госпитале от острой сердечно-сосудистой недостаточности скончался пациент 1943 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5101 человек, 62 летальных случая. Выздоровели 3470. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Премьер-министр Абхазии Александр Ангваб провел совещание по вопросам реализации мероприятий по предотвращению распространения на территории республики коронавирусной инфекции COVID-19, вошедших в решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Данное решение было подписано Александром Ангваб и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным 9 ноября 2020 года. В рамках межведомственного сотрудничества был утвержден перечень мероприятий. Определены центральные органы государственного управления республики, ответственные за их реализацию, рассчитаны затраты, проведена детализация смет. Согласно решению сопредседателей межправкомиссии, источником финансирования станут невостребованные средства российской финансовой помощи за 2020 год. Совещание у премьер-министра сегодня было посвящено реализации плана мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Значит, в течение некоторого времени правительство Республики Абхазия совместно с российской стороной формировало перечень мероприятий с целью предотвращения коронавирусной инфекции. Соответственно, проводилась работа по определению возможных источников финансирования. В соответствии с подписанным 9 ноября решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией определены параметры финансирования в объеме 152 миллиона рублей, источники финансирования и определен конкретный план мероприятий, который предусматривает материально-техническое обеспечение соответствующих лечебных учреждений необходимым техническим оборудованием, в том числе передвижными рентгеnuстановками, аппаратами искусственной вентиляции легких. Также предусмотрены мероприятия по централизованной подаче кислорода в Гудаутский ковид-госпиталь, именно в основной корпус, а также запланированы мероприятия по подготовке 2 ПЦР-линий для диагностики ковид. Речь идет о том, что соответствующие лаборатории будут размещены в Гагарском районе и Ачимчирском районе, соответственно, таким образом распределив нагрузку по регионам. Также план мероприятий предусмотрено приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты из расчета потребностей на 2,5 месяца. Также определены источники финансирования и объемы финансирования, соответственно, по выплате доплаты медицинским работникам и иным работникам, задействованных в борьбе с COVID-19. В данное время, формируется необходимая
документация для заключения контрактов. Премьер-министрам были даны конкретные поручения соответствующим ответственным руководителям Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Управления капитального строительства и санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия с целью оперативной подготовки необходимой документации, заключения контрактов, и, соответственно, реализации этих мероприятий до конца текущего года. То есть определены ответственные сроки исполнения мероприятий. Задача такая стоит, мы должны ее реализовать в максимально сжатые сроки. Проблемы перегрузки электросетей и урегулирования деятельности майнинговых ферм обсуждались на расширенном совещании Черноморэнерго, которое провел его руководитель Михаил Логуа с начальниками филиалов энергосбыта и директорами районных филиалов Черноморэнерго. О том, что предлагают энергетики, в репортаже Эсмугуланце. С 15 ноября в Абхазии введены веерные отключения электричества. Население вынуждено сидеть без света трижды в сутки по 2 часа. Отключения связаны с возросшими нагрузками на энергосистему республики в условиях изношенности самих сетей и всплеска активности майнеров. По словам генерального директора Черноморэнерго Михаила Логуа, в нынешней непростой ситуации есть и вина сотрудников предприятия. Не было никаких причин для того, чтобы мы их ввели, и не было бы, если бы мы с вами нормально произвели организационную работу внутри себя, если бы мы нормально выполняли свои обязанности на местах. Работа проводилась ежедневно. Ежедневно вы докладывали с мест, что что-то делается. Она реально проводилась. Рабочая группа под руководством Рамина Вахтанговича выезжала и не раз, и это непростая была работа. В итоге, почему мы вынуждены вводить эти графики? По словам Михаила Логуа, майнинговая деятельность в Абхазии набирала обороты из года в год. В 2016 году этот бизнес был запрещен. При этом ввоз майнинг-оборудования не запрещался. И вместо того, чтобы этот вид деятельности был прекращен, как гласило то постановление, он начал разрастаться и сегодня приобрел масштабы, которые не позволяют нашей энергосистеме нормально работать. Сегодня кто-то пытается спекулировать тяжелейшей ситуацией, в которой оказалась энергетика, в каких-то своих там политических, неполитических, еще каких-то целей. Я еще раз хочу, я уже извинился на совещании Минэкономики перед нашим населением, перед нашими гражданами, которые справедливо нас ругают. Но я прошу никого не политизировать эту ситуацию. Я прошу всех объединиться, рядом с нами встать в ее решении. Обращаясь к сотрудникам, Михаил Логуа объявил срок для урегулирования вопроса – 2 недели. Специалисты Черноморэнерго должны выявить и отключить нелегальных потребителей, тем самым снижая нагрузку на электросети. Всех поголовно актировать. Вам будут переданы списки, если вы ознакомились с приказом, надо его окончательно, Алхаз, в нормальной форме передать на места. Энергосбыт прошу совместно с Натальей здесь, Шакая, передайте, пожалуйста, на места и в рабочую комиссию при Министерстве экономики передайте списки тех, кто к нам обратился и чьи документы находятся на рассмотрении. Этих людей просто предупреждаем о том, как и договаривались. Сейчас у нас пиковые нагрузки, мы должны от них уйти. Что сейчас они не должны работать, что они должны отключиться. Вторая категория людей, к которым вы сегодня подойдете и с пониманием воспримут всю сложность ситуации, мы готовы, хотя и сроки закончились, в виде исключения рассматривать и принимать и их заявки. Третья категория, которая до сих пор не понимает ситуации и будет игнорировать ваши обращения, их надо актировать, резать, отключать, без права повторного присоединения к сетям, без права вообще занятия этим видом деятельности. Майнинг-фермы различаются между собой габаритами и мощностью. Несмотря на кажущуюся небольшую нагрузку, мелкие криптофермы довольно ощутимо влияют на электросети. Отключить больших майнеров намного легче, чем выявить и обесточить всех этих майнеров мелких, которые стоят. Я предполагаю, что их нагрузка уже сравнялась с большими фермами, общая. А в некоторых местах даже и преобладает. Значит, даже при веерном отключении
нагрузки очень большие, очень серьезные. Работа этой майнера, в первую очередь, как вы до этого сказали, влияет на качество электроснабжения у населения. Напряжение упало до недопустимо низких показателей, 140-150 вольт в сети. От этого, естественно, страдают наши жители, наши абоненты. По словам начальника диспетчерской службы Черноморэнерго Гурама Джаджая, в данное время нагрузки на линии электропередачи огромные. Если ситуация не поменяется, при перетоке электричества из России энергия до потребителя может просто не дойти. Даже если мы получим переток, наши сети все равно не смогут передать эту всю мощность, если не будет остановка этих майнингов. 200 с лишним мегаватт до остановки, 900 с лишним миллионов киловатт-часов нужно период остановки. Если пересчитать на 2,75, эта сумма, мне кажется, для всех очень будет колоссальная. Энергетики страны вновь обращаются к майнерам с просьбой проявить сознательность и гражданскую ответственность. В противном случае все население страны может остаться без электричества надолго. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Несмотря на действующий временный запрет на ввоз в Абхазию оборудования для добычи криптовалют, желающих заниматься этим бизнесом не становится меньше. Так, по информации ГТК, только за прошлую неделю было пресечено 2 таких случая. 10 ноября на посту ПСО при проведении таможенного досмотра в багажном отсеке 3 автомобилей было обнаружено 16 единиц оборудования. А 13 ноября в салоне и багажном отсеке автотранспортного средства было обнаружено 20 единиц оборудования для извлечения криптовалют. Всего с 21 октября на таможенном посту ПСО задержано 2143 единицы вычислительной техники для извлечения криптовалют. О том, что энергосистема Абхазии находится в аварийном состоянии, свидетельствует и наш следующий сюжет, снятый еще 13 ноября, но не потерявший свою актуальность и сегодня. В тот день вышел из строя выключатель на трансформаторе подстанции Очимчира-2. Значительная часть района осталась без электричества. Сария Кварацхеля продолжит тему. Подстанция Очимчира-2, которая обеспечивает западную часть района, вышла из строя. Из-за перегруза сети взорвался выключатель 110 тысяч киловольт. Впоследствии вышел из строя силовой трансформатор. Где он должен был 15 лет прослужить, у нас он служит 2-3 года вот так вот. Он практически новый. Ему 5 лет от силы. Новый ставили сюда. Кстати, вот это около 1,5 миллиона стоит то, что сейчас взорвалось. Оно еще 10 лет могло прослужить. И вместо него, слава богу, что это у нас еще оказалось в наличии, вместо него будем ставить новый. А если замены не будет? А если вот не было бы, другое что-то полетит, замены нету, все, мы так и будем. В пятницу с обеда до поздней ночи бригада РУП Черноморэнерго проводила ремонтные работы по замене выключателя. Перегрузы очень сильные. Это, как сказать, если в прошлом году, если в сезон, там, скажем, было там 50 ампер, то сегодня 100 за 100. Это вот почти в два раза, там даже больше. Нагрузки, из-за чего, это всем, наверное, понятно, но это все влияет на то старое оборудование, которое не рассчитано на такие всплески. Причина – активная деятельность майнеров. На сегодняшний день многие в Абхазии занимаются майнингом. Лишь малая их часть официально зарегистрировала свою деятельность и платит за потребляемую электроэнергию. Причина одна – перегруз системы. Перегруз идет колоссальный. Мы пришли на порог вообще катастрофический такой, через который мы уже дальше будет коллапс энергетический. Мы останемся, Абхазия останется без электроэнергии, даже не знаю выхода. Идет интенсивная борьба за запрета, народ не слушает. Мы не знаем уже, как бороться. Что вы собираетесь делать? Как с этим бороться? Как бороться? Все вместе должны бороться, там и силовые структуры должны быть, и мы, и народ должен, те, которые этим занимаются, услышать нас.
не думать только о своем кармане и о своем благополучии. А рядом, что старики, старушки, дети без света сидят, об этом немножко должны подумать. Если они патриоты, немножко пускай меньше подумают о своих карманах, подумают о народе. Главный инженер РУП «Черноморэнерго» Тимур Кация также добавил, что из-за энергоемкого майнинга, биткоина и других криптовалют Абхазия оказалась на грани кризиса. А зимой ситуация значительно ухудшится, даже при условии перетока электричества из России. Хочу, чтобы вы слышали, поняли, немножко вошли в положение. Они живут в Абхазии, для Абхазии. Поток из России. А какая разница, поток из России? Поток нас рассматривают, пусть с Турции будет это, не знаю, с Америки пусть будет электроэнергия. Какая разница? Местные вот эти подстанционные перегрузы, это не имеет значения, откуда электроэнергия. Даже хуже будет, потому что у нас напряжение низкое, и как бы это самое, чем выше напряжение, тем выше ток нагрузки повышаются. Еще хуже будет. По словам специалистов, решение вопросов майнеров должно быть комплексным, с задействованием всех структур нашего государства. Энергетики призывают жителей республики, занимающихся этим видом деятельности, с пониманием отнестись к происходящему, ведь наша энергосистема находится в критическом состоянии. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Комиссия из сотрудников РУП «Черноморэнерго» совместно с представителями силовых структур практически ежедневно выявляет новые факты нелегального подключения в домах, гаражах, подвалах и сараях. И вот, как сообщает пресс-служба «Черноморэнерго», в понедельник в ходе рейдовых мероприятий было отключено незаконно подключенных мощностей майнинговых ферм. Гагрский район – 500 киловатт, Ткорчалский район – 600 киловатт, Учимчирский район, Чло – 600 киловатт, Расадзых – 200 киловатт, Пакващ-Река – 700 киловатт, Сухумский район Ачадара – 720 киловатт. На 79-м году жизни скоропостижно скончался вице-премьер и глава МИД Сирии Валид Муалим. От имени народа Республики Абхазия и от себя лично соболезнования президенту Сирии Башару Асаду и всему сирийскому народу выразил президент Абхазии Аслан Бжаня. Жизненный путь Валида Аль-Муалима является ярким примером преданного служения интересам Родины. В Абхазии высоко ценили дружбу господина Муалима, и известие об этой невосполнимой утрате было воспринято с глубокой печалью. Валид Аль-Муалим навсегда останется в нашей памяти истинным другом и самоотверженным политиком, отмечается в частности в телеграмме соболезнования Аслана Бжания. Министерство иностранных дел Абхазии прокомментировало прошедшее заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором отдельные представители ОБСЕ, рассматривая ситуацию в Грузии и так называемом оккупированных регионах, продолжили навешивать ярлыки на Республику Абхазия и создавать ложное представление о работе женевских международных дискуссий и о позициях их участников. Необходимо отдавать себе ясный отчет в том, что подобные попытки подмены понятий и смещения акцентов в работе женевских дискуссий только подрывают результативность данного международного форума и снижают готовность сторон к достижению ожидаемого результата. Вместо того, чтобы постепенно продвигаться по пути обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии, что полностью соответствует повестке женевских дискуссий, эти государства пытаются выставить Россию стороной конфликта и принудить ее к выполнению некого соглашения о прекращении огня, по которому Россия якобы должна вывести войска из Грузии, говорится в комментарии. МИД призывает сопредседателей и участников международных женевских дискуссий сосредоточить основное внимание на реализации ключевого положения повестки обсуждений путей обеспечения прочной безопасности Абхазии путем заключения документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией. Сейчас в нашем выпуске время оперативной сводки Министерства внутренних дел. Партию наркотического вещества в особо крупном размере изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Абхазия.
В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники УКОН МВД Абхазии после прохождения таможенной зоны на КПП ПСО задержали жительницу Гагрского района Момджан Марию Григорьевну, 1975 года рождения. Проведя личный досмотр в ручной кладе гражданки, а именно при тщательном осмотре и разборе одного из перевозимых устройств сетевых коммуникаций, сотрудниками милиции обнаружены полиэтиленовые свертки. В двух идентичных фасовочных пакетах находилось белое кристаллообразное вещество. Изъятое и впоследствии исследуемое в экспертно-криминалистическом центре МВД вещество идентифицировано как наркотическое средство метадон. Действия гражданки Момджан квалифицированы в соответствии с пунктом В части 3 статьи 224 и пунктом В части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть незаконные приобретения, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере и незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического вещества в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении последней возбуждено и принято к производству транспортной прокуратуры Республики Абхазия. Решением суда Мария Момджан заключена под стражу. По согласованию с Министерством здравоохранения в Гудауте на базе Центральной районной поликлиники каждую среду в течение месяца врачами-онкологами Национального онкологического центра будет проводиться консультативный прием граждан с целью своевременного выявления злокачественных и фоновых заболеваний. Подробности акции в репортаже Шазины Ханагуа. В условиях пандемии многие жители нашей республики сталкиваются с определенными сложностями. Опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией, люди оттягивают поход к врачу и не проходят обследование. А онкология, как известно, это тихое заболевание, которое на ранних стадиях не беспокоит и практически никак себя не проявляет. В этой связи на период пандемии на длительной основе бригадой врачей-онкологов Национального онкологического центра запланировано проведение акций по ранней диагностике онкологических заболеваний, целью которой является своевременное выявление злокачественных и фоновых заболеваний. Если первая стадия, она может развиваться годами, то есть там и 15, и 20 лет. Переход во вторую стадию чуть поменьше, а переход из второй в третью, из третью в четвертую происходит в течение там нескольких месяцев. Поэтому люди сегодня не знают об этом. То есть можно потерять время, касаемо онкологии, можно потерять время, и потом уже здесь вопрос о излечении не стоит. Поэтому, понимая все это, мы с врачами решили сделать эту акцию. Первый выезд в Гудауту состоится 18 ноября. Мероприятие будет проводиться на базе Центральной районной поликлиники в течение месяца, пока не снизится обращаемость граждан. Прием будет проходить с 10 утра до 16:00 по предварительной регистрации. Первая акция охватит жителей Гудаутского и Гагрского районов. Гудаута выбрана не случайно. Вы знаете, что там сегодня ковид-центр располагается, что в этом участвуют практически все врачи нашей страны, и Гагринский район тоже, Гагринская больница, поликлиника закрыта в соседнем регионе. И людям за медицинской, за врачебной помощью, или обследоваться надо выезжать с района только в город Сухум. Туда выезжают врачи-онкологи, врач-маммолог, врач-онкогинеколог, все оперирующие, врач-цитолог, то есть на месте экспресс-цитологию будем делать, УЗИ, диагностику. И все те, которые в дальнейшем понадобятся обследование, то есть все то, что на нашей базе и там на месте, а то, что мы не можем, допустим, ту же томографию, будут даваться направления с нашими реквизитами. По словам главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун, сегодня онкоцентр в основном обеспечен лекарственными препаратами. 100%, конечно, нет, но в этих условиях, я скажу, больше, чем хорошо. Понимаете как? Обеспечиваются медикаментами. Это и по абхазской уже программе Фонда медицинского страхования, который возглавляет Чиба Виктория Владимировна, и Минздравом, российская программа.
есть российская программа, она занимается дорогостоящими препаратами. Мы представляем свои предложения, но программу эту российскую обеспечивает Министерство здравоохранения. В отдельных случаях, конечно, и сам Александр Золотинский, премьер-министр, тоже те вопросы, которые не могут решить там на местах, значит, включается, и все вопросы, собственно, решаются. И это, периодически эти вопросы возникают, потому что лекарства нужны, когда они нужны, а не тогда, когда смогут это им предоставить. Врачами на бесплатной основе будет проводиться консультативный прием граждан с обследованием как на месте, так и на базе Национального онкологического центра. Пациентам необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина Абхазии и имеющуюся медицинскую документацию. Акция в дальнейшем продолжится в других районах республики. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам 226 45 19, 226 19 20. Шазина Ханагу, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 5 участников Великой Отечественной войны: Борис Кутарба, Нона Дорофеева, Екатерина Синявская, Алексей Шоня и Рубен Керапян стали героями 5 документальных фильмов, которые будут показаны на одном из федеральных телеканалов России. Съемки фильма «Моя война» в Абхазии осуществляет межрегиональный Общественный фонд образования в 3-м тысячелетии при поддержке Министерства культуры Абхазии, Государственного музея боевой славы имени Ардзенба и общественного объединения «Русская община Абхазии». С организаторами проекта «Моя война» встретился министр культуры Гудиса Агарба. Отмечая значимость подобных проектов, министр выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Государственный таможенный комитет Абхазии информирует население о действующем порядке ввоза физическими лицами цитрусовых плодов на территории России для личного пользования. Без наличия фитосанитарного сертификата на территорию России разрешен ввоз 5 килограммов цитрусовых плодов. Свыше 5 килограммов ввоз цитрусовых плодов разрешен только при наличии фитосанитарного сертификата. Багаж, переносимый пешком, и если его вес не превышает 25 килограммов, освобождается от уплаты таможенных платежей. Глава администрации города Сухум Беслан Эшба обсудил с руководителями отделов образования, культуры, молодежи и спорта организацию новогодних мероприятий. Планируется, что новогодние представления у главной елки на площади Свободы будут проходить с 25 декабря. Также в районах столицы будут установлены еще 6 новогодних елей. В Синопе, в районе Турбазы, напротив спортивного комплекса имени Сергея Багапш, в Новом районе, Старом поселке и на кинопрокате. Еще одна елка будет установлена на въезде в город со стороны села Чадара. Управление культуры администрации города Сухум проведет в Государственной филармонии новогоднее представление с участием воспитанников хореографических и вокальных отделений школы искусств. Кроме того, в этом году планируют запустить проект по обработке старых абхазских песен. Они будут звучать на современный лад в аранжировке оркестра национальных инструментов под руководством Дениса Аруха. Несколько песен зрители услышат в новогоднюю ночь. Всего планируют записать около 100 песен с участием артистов абхазской эстрады. В тесном контакте все наши отделы образования, культуры, молодежи и спорта объединенными усилиями попробуем сделать наш праздник красивым. Насколько он будет массовым, будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут на тот момент. А состояние праздника, души, сердца и так далее, праздник нашим детям мы обязаны с вами устроить. Поэтому давайте подумаем, какие предложения сможем сформулировать для того, чтобы можно было их посадить в план работы. И вот с таким хорошим настроением начнем работу. До 20 ноября будет закрыт проезд с нового района на Маяк через железнодорожный проезд по улице Шерская. Как сообщает МУП «Водоканалы», это связано с укладкой новой водопроводной трубы диаметром 500 мм. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 7-13, температура морской воды плюс 18 градусов.
И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.